По одной из версий, идея создания этого приложения появилась в спортивном зале. Американского хакера Яна Кума, который занимался боксом, стало злить, что во время тренировок нельзя пользоваться телефонами. Поэтому он решил придумать, как создать что-то, где можно показать статус и не пропустить сообщения. Название приложения возникло само собой. Что происходит или WhatsApp. Мессенджер вышел в свет в 2009 году, но тогда его посчитали провальным, так как скачали его около 100 человек. Однако программист не отчаялся и адаптировал свою разработку под уведомление iPhone. Итог: всего через 3 года, в апреле 2012 ежедневно через WhatsApp пересылаются 2 миллиарда сообщений. Сегодня эта цифра достигает 17 миллиардов. Мне кажется, WhatsApp – это, с одной стороны, огромная польза для человечества, потому что ты быстро, удобно передаешь информацию, это доступно. Это большое техническое достижение, потому что это очень удобно. Ты можешь получать информацию, находясь вдалеке от человека, то есть ты можешь быть в курсе того, о чем происходит. Это удобно. WhatsApp стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Возможность бесплатного обмена сообщениями, аудио- и видеофайлами и даже бесплатных звонков превратила его в явного лидера на рынке мобильных услуг. Аналитики подсчитали, что в 2014 году российские телекоммуникационные компании не досчитались из-за популярных мессенджеров около 20 миллиардов своих доходов. WhatsApp позволяет сэкономить деньги, но вместе с тем отнимает очень много, куда более ценного ресурса – времени. Сейчас молодежь перестала читать газеты, они перестали смотреть телевизор. А зачем, если они могут зайти в WhatsApp, и получили сообщение в соцсети, да, прочитали недостоверное, раз переслали это другому. Все. Это очень легкая и доступная мишень. При дистанционном общении, да, как мы знаем, обмануть человека достаточно легко. Тем более ученые университета Индианы уже заявили о том, что интернет пагубно влияет на интеллект и на мышление человека. То есть мы деградируем как эмоционально, психологически, так и умственно, не замечая этого, даже не задумываясь об этом. В чеченском обществе это приложение выполняет еще и не совсем положительную роль разносчика сплетен. Сколько нелицеприятных историй раздора было вынесено и выносится на общественный суд, и не счесть. Создается ощущение, что WhatsApp своего рода индикатор самых негативных проявлений современной жизни. Об этом неоднократно говорил и глава республики Рамзан Кадыров. Сегодняшнее зло – это в первую очередь это WhatsApp. Ну, все говорят, что Египет тоже через соцсети делали переворот, и Ливии то же самое, и других там государства исламских делали переворот через соцсетях. Все, что негативное, вот что происходит, там, знаешь, всякие сплетни, вот, неправильная информация, всякие там слухи, которые там разлагает общество, это через WhatsApp происходит. Мы же знаем, сейчас современная техника, можно все угодно делать. Худшее, что есть, вербует молодежь. Двойственное отношение политиков к этому приложению объясняется не только его воздействием на психологию людей. Депутаты Госдумы предлагают ограничить использование этого мессенджера, а также сайтов Google и Yahoo российским чиновникам. Авторы законопроекта объясняют это предложение тем, что в зарубежных сервисах обнаружены программные средства иностранных разведок. Пользуясь этими сервисами, государственные чиновники волей-неволей становятся источниками служебной, конфиденциальной и личной информации, которая может быть использована иностранными разведслужбами в ущерб интересов нашего государства. В принципе, идея здравая. Особенно сейчас, когда напряженность в международных делах очень серьезная. Получить информацию и потом ее использовать против нашей страны хотели бы многие западные разведки. Поэтому, раз уже засветились эти интернет-сервисы, то в моем понимании надо закон принимать. Ни один шаг сегодня не остается без внимания и фиксации. Ни одно письмо, документ, фотография никогда не пропадет. Они всегда будут доступны заинтересованным людям. В офисе компании «Войнах Телеком» говорят, они могут обеспечить безопасность, но речь идет только о сайтах. Мы обеспечиваем безопасность к вредоносным сайтам. Мы обеспечиваем безопасность, ну, как в последнее время идет, к сайтам, которые связаны с терроризмом. Мы обеспечиваем безопасность к сайтам, которые связаны тем или иным способом к наркомании. Целая машина, мы эти все рекомендации, то есть по решению суда, по решению прокуратуры полностью выполняем. Вот мы предоставляем доступ к сети. Если абонент выходит на другие ресурсы, на какие-то другие сайты или пользуется другим программным обеспечением,
разработаны зарубежными компаниями, мы не можем защитить их, понимаете? Здесь единственное, что абонент может к нам обратиться, и по его запросу мы можем выполнить эти работы. Как взламывать интернет-сервера, студенты-программисты знают еще на первом курсе. А значит, заглянуть в чей-то профиль, в том числе и WhatsApp, не составит никакой проблемы для опытного хакера. Технически возможно взломать данное приложение, прочитать те или иные сообщения, или видео, или фотофайлы. Все это связано с тем, что, как и любая другая программа, WhatsApp – это все-таки цифровое явление. А любую цифру можно исчислить и вычислить, и найти. В WhatsApp есть такая функция, что номер может быть подключен или же вообще даже заблокирован, а тем не менее он регистрируется в сети и активно работает. Это все-таки тоже о многом говорит. То есть нет даже нужды в том, чтобы тот или иной мобильный номер был активный. Ну, в принципе, взломать WhatsApp может хороший программист, который даже учится уже на первом курсе. Цифровая экономика медленно, но уверенно делает нас все уязвимее. Процесс этот только начался, и пока непонятно, до каких бед он еще способен довести. Именно поэтому депутаты Госдумы планируют в новом законопроекте внести ограничения в пользовании иностранными сервисами для госслужащих. По новой законодательной инициативе запрещается передавать через WhatsApp и другие иностранные сайты рабочие документы, а в случае невыполнения требований госслужащих будут штрафовать и даже увольнять. Динара Мурадова, Халид Масаев, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.